Здравствуйте, друзья! Азия – безусловный лидер среди других частей света с точки зрения возможности употребления при ее описании превосходной степени. Начнем с того, что она самая большая по площади и самая протяженная с севера на юг. Именно в Азии встречаются самые высокие горы на планете, самые глубокие озера и самые труднопроходимые дебри. Именно поэтому Азия так привлекает любителей экстремальных путешествий. Наше путешествие начинается в самом центре азиатского континента, в городе Кызыл, столице республики Тыва. Неподалеку от места, где Большой Енисей и Малый Енисей, Бийхем и Каахем, сливаясь, образуют одну из крупнейших рек мира, находится гипотетическая точка, которую принято считать центром Азии. Здесь установлен монумент, являющийся одним из символов Тувы и визитной карточкой Кызыла. Трое арзыланов, мифических существ, похожих на львов, держат земной шар, увенчанный шпилем. Дополняют композицию фигуры 12 животных, которые составляют буддийский гороскоп. Все это олицетворяет сущность географического центра Азии, в котором перемешаны традиционная шаманская культура и буддийские традиции. Авторство этой скульптуры принадлежит бурятскому художнику Даши Намдакову. Она установлена в честь столетнего юбилея единения Тувы с Россией. Считается, что Урянхайский край был принят под протекторат России в 1914 году. Тогда же здесь был основан город Белоцарск, в 1926 году переименованный в Кызыл. От монумента «Центр Азии» хорошо виден склон священной горы Догэ, на котором монахи тибетского монастыря Гюмет написали самую большую в мире мантру «Ом Мани Падме Хум». Длина надписи больше 100 метров. Говорят, что на ее создание ушло полтонны краски. На этом мы завершаем наш обзор центральных и парадных объектов Тувы, покидаем столицу республики и отправляемся прочь от асфальтовых дорог в совершенно дикие края, которых здесь предостаточно. Тува – один из самых ярких и самобытных регионов России. Вместе с тем, сюда не так уж просто добраться. Разумеется, в Кызыле есть аэропорт, но прямого авиасообщения с городами Центральной России нет, он принимает только рейсы из Красноярска и Новосибирска. Поезда сюда тоже не ходят. Ближайший железнодорожный вокзал находится в соседней республике Хакассии, в Абакане, до которого отсюда порядка 400 километров, отнюдь не самой простой дороги через перевалы Саянских гор, которые даже в июне могут оказаться покрытыми снегом. Возможно, такая изолированность региона от внешнего мира как раз и стала одной из причин того, что здесь сохранилась уникальная дикая природа и самобытный уклад жизни. Многие тувинцы и сейчас живут традиционной кочевой жизнью точно так же, как это делали их предки несколько столетий назад. Ну а для нас путешествие в Туву стало настоящим открытием новой земли, в которой удивляет буквально все – и природа, и люди, и порой даже не верится, что мы находимся в одном из регионов России. На правом берегу Улугхема, в нескольких километрах от Кызыла, есть небольшой буддийский храм, весьма живописно выглядящий на фоне окружающего ландшафта. И хотя он не так известен, как более крупные столичные храмы, он производит ничуть не менее яркое впечатление. Он освящен Далай-ламой XIV при посещении Тувы в 1992 году. Интересно, что двери в него никогда не запираются. Человек с чистыми помыслами и открытым сердцем волен в любое время прийти помедитировать и пообщаться с Буддой. Первая волна буддизма пришла в Туву в IX веке вместе с уйгурами. Он, конечно же, оказал значительное влияние на культуру, обычаи и обряды, однако не вытеснил полностью традиционные шаманские верования. Поэтому здесь параллельно существует буддизм и самобытная шаманская цивилизация с ее сложной мифологической культурой, одушевляющей силы природы. Теперь мы держим курс на юго-запад от Кызыла. Наша цель – Терехольская котловина, в которой берет свое начало Малый Енисей. Она со всех сторон окружена высокими горными хребтами, склоны которых покрыты труднопроходимой тайгой. Кажется, что здесь на сотнях километров маршрута можно не встретить никаких следов пребывания человека. Однако это не так.
За много столетий здесь успели побывать и оставить память о себе многие народы – скифы, тюрки, уйгуры. Остается только неразрешимой загадкой, с какой целью эти люди забирались в такие глухие дебри с далеко не самым уютным и благоприятным климатом. Археологи до сих пор открывают новые объекты – курганы, остатки древних крепостей и городищ, многие из которых находятся в таких местах, добраться до которых можно только при помощи вертолета. Ну или как мы, с использованием техники высокой проходимости. По дорогам же большую часть года просто не проехать, если, конечно, вообще можно считать дорогой колею, пробитую в горах спецтехникой геологов или золотоискателей. Периодически нам приходится штурмовать перевалы высотой порядка 2500 метров. Даже летом здесь холодно, скользко и далеко не безопасно. В этих горах может дорого обойтись любая ошибка. И хорошо еще, если рядом окажется кто-то, кто сможет вовремя прийти на помощь. Поэтому в такие маршруты следует отправляться только в составе хорошо подготовленной, слаженной команды. В горах погода до крайности переменчива. Только что нас испытывали на прочность жара и палящее солнце, как вдруг внезапно появляется сильный шквалистый ветер и дождь с градом. Становится так холодно, что хочется одеть на себя все теплые вещи, какие только есть в запасе. Грохочет гром, молния, едем, даже страшно. Однако все трудности с лихвой компенсирует быстро меняющийся ландшафт и фантастическая красота природы. Буквально за каждым поворотом открывается новая картинка, совершенно не похожая на те, что встречались раньше. На склонах присутствует и типичная луговая растительность, и горная тундра, и степи, и россыпи камней. А долины рек и ручьев покрыты лесом с толстыми стволами сибирской лиственницы. Мы приближаемся к озеру Терехоль, расположенному на высоте 1300 метров. Оно заслуживает внимания не только за свою фантастическую красоту, но еще и потому, что посреди озера есть остров, который хранит неразгаданную до сих пор археологическую загадку. На острове, на площади порядка 3 гектар, находятся руины грандиозного сооружения. Его название Пор-Бажин, что в переводе с тувинского означает «глиняный дом». С высоты птичьего полета отчетливо виден правильный прямоугольник размером 180 на 220 метров, внутри которого расположился сложный лабиринт, напоминающий по форме остатки древней крепости или храмового комплекса. Высота наружных стен, сложенных из необожженного кирпича, достигает 10 метров. Глубина озера немногим более метра, а под ним скрыт древнейший слой вечной мерзлоты, который, по подсчетам геологов, может составлять несколько десятков метров. Для масштабных археологических изысканий, которые проходили здесь в 2006 и 2007 годах, на остров были проведены деревянные мостки, которые в силу понятных причин уже не могут выполнять свою транспортную функцию. Поэтому теперь попасть на остров можно только на лодке. Первые сведения о Пор-Бажин относятся к началу XVIII века. Тобольский историк и картограф Семен Ремезов, автор знаменитой чертежной книги «Сибири», упомянул в ней о развалинах древнего города у истоков Енисея. К концу XIX века, во время экспедиции по Северной Монголии и Урянхайскому краю, так в то время называлась нынешняя Тува, здесь побывал русский археолог и этнограф Дмитрий Клеменц. Он впервые нанес на бумагу схему строения и обнаружил в его планировке черты уйгурской архитектуры. Археологические раскопки, проведенные в 50-х годах XX и в начале XXI века, хотя и позволили уточнить время постройки этого комплекса, отнеся его ко второй половине VIII века, но не помогли ответить на главный вопрос: что же такое было здесь построено и с какой целью? Более того, в процессе исследования загадок только прибавилось. Аэрофотосъемка показала, что под водой по дну озера проложена древняя дорога, и видны очертания древних строений. А на самом острове археологи обнаружили керамическую черепицу и облицовочную плитку. Но ни посуды, ни утвари, одним словом, ничего такого, что могло бы рассказать о людях здесь проживавших, найдено не было. Не нашлось и ничего, что говорило бы о том, как отапливалось это гигантское сооружение. А ведь климат здесь очень суровый.
Летом случается жара под 50 градусов, а зимой также под 50, но только мороза. Не удалось обнаружить и никаких следов штурма или боевых действий, разрушивших Пор-Бажин и заставивших его обитателей покинуть это место. Хотя одна из версий кажется вполне правдоподобной. Середина 8 века нашей эры – эпоха уйгурского каганата, могущественной кочевой державы, которой помимо самих уйгуров подчинялось множество племен. И один из правителей стал насаждать среди покоренных народов манихейство – своеобразное религиозное учение, вобравшее в себя черты иудаизма, буддизма и христианства. На рубеже 8-9 веков оно стало, по сути, государственной религией уйгурского каганата. Ну а руины, которые мы можем наблюдать на озере Терехоль, вполне могут быть остатками огромного манихейского храма. Был ли он уничтожен восстанием аборигенов, не желавших принимать чуждые верования, или покинут в результате какого-то природного катаклизма, доподлинно неизвестно. Но все же эти полные загадок таинственные руины показывают, насколько тесно история и культура Тувы связана с культурами Монголии и Китая. Иногда для ремонта квадроцикла его необходимо поднять или подвесить для того, чтобы колеса свободно вращались. Конечно, для этого можно использовать лебедку, но есть более простой и быстрый способ. Все, что нам потребуется, это подходящий по размеру пень и лопата. Впрочем, даже лопата нужна далеко не всегда. Иногда бывает проще найти уже готовое углубление в грунте, чтобы пень можно было поставить под небольшим углом. Заводим квадроцикл и, осторожно работая рычагом газа, загоняем его на нашу импровизированную эстакаду. Вот и весь фокус. Этим же способом можно поднять не только квадроцикл, но и мотовездеход класса Side-by-Side. Он хоть и тяжелее, но запрыгивает на деревянный домкрат не менее бодро. Отличие только в том, что здесь уже такую процедуру сподручнее выполнять вдвоем. Ну вот, теперь можно приступать к ремонту или обслуживанию.